ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 10:00, Ухтинский отдел Следственного комитета. Пресс-конференция по итогам 2016 года. Для правоохранителей он выдался не самым легким, даже несмотря на то, что в целом количество преступлений упало. Их было 216, это на 30 меньше, чем в 2015 году. Зато стало больше тяжких и особо тяжких, примерно на 25%, 87 дел, 14 из которых убийства. Прибавили работы несовершеннолетние правонарушители. Более 10 подростков привлеклись за приобретение, хранение и сбыт наркотиков. 3 из них получили реальные сроки. В их числе и девушка 17 лет. Ей, к слову, наказание отсрочили, потому что юная распространительница наркотиков родила ребенка. Печальная статистика преступлений против детей. Незначительное увеличение отмечается это преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. В основном это половые преступления. Было зарегистрировано 32 преступления. Аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 29 таких преступлений. Одно из них всколыхнуло Ухту весной. Ранее осужденный за подобное преступление мужчина изнасиловал и убил школьницу Наташу Ильину. Дело было расследовано в кратчайшие для таких случаев сроки полгода. По уголовному делу было назначено порядка 13-15 экспертиз. Особенно экспертизы, которые были генетические, они проводятся значительное, продолжительное время. Но, я говорю, были договоренности с экспертным учреждением, которые провели это быстро. И вот уголовное дело расследовано, можно так сказать, что достаточно на высоком профессиональном уровне следователей. Преступнику уже вынесли приговор – пожизненное. Среди дел по растлению детей есть и случаи интернет-преступлений. Один ухтинец понесет ответственность за то, что предлагал в переписке мальчику 12 лет вступить с ним в интимные отношения. К слову, такие правонарушения, совершенные во всемирной паутине, следователи считают самыми сложными. Но подчеркивают, что их техническая подкованность не стоит на месте. Теперь в Ухтинском отделе Следственного комитета всего одно нерасследованное дело, так что можно констатировать – в 2016 была почти 100% раскрываемость.